Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Сайдульдинова Раушан Кадырхановна. Я учитель русского языка и литературы. Добро пожаловать в виртуальный учебный класс. Мы приступаем с вами к онлайн-обучению. Итак, давайте начнем наш урок. Тема нашего урока – «Кем быть?». Сегодня на уроке вы узнаете, что такое профессия, что такое морфология, а также вы научитесь извлекать необходимую информацию по предложенной теме из различных источников, определять грамматическое значение слова. Ребята, посмотрите небольшой видеоролик и подумайте, о чем мы сегодня будем говорить. Привет, ребята! Знаете ли вы, что такое профессия? Профессия – это труд, которому человек посвящает всю свою жизнь. Давайте узнаем, какие бывают профессии. Полицейский. Полицейский охраняет наш покой и помогает людям, попавшим в беду. Его задача – не допускать и предотвращать преступления. В своей работе полицейскому понадобятся пистолет, фуражка, наручники, рация. Если вы в беду попали, телефон 02 набрали. К вам полиция придет, всем поможет, всех спасет. Пожарный. Пожарный проверяет пожарную безопасность зданий и тушит пожар. Для работы пожарному понадобится топор, каска, огнетушитель, пожарный рукав. Если вдруг беда случится, где-то что-то загорится, там пожарный нужен срочно. Он погасит, это точно. Доктор. Доктор – это человек, который лечит людей от всевозможных заболеваний. Профессия доктора очень трудная, она требует много знаний, внимательного отношения к больному. Доктор должен много знать о строении человеческого тела, работе внутренних органов, должен уметь разбираться в разных болезнях. В своей работе доктор использует таблетки, градусник, шприц, фонендоскоп. Повар. Повар умеет вкусно готовить, может аппетитно и красиво оформить любое блюдо, и салат, и торт. Современный повар работает на специально оборудованной кухне. Чего там только нет: лопатка, кастрюля, колпак, черпак. Ходит повар в колпаке с поварешкой в руке. Он готовит нам обед, кашу, щи и винегрет. Тематический словарь сегодняшнего урока – профессия, труд, трудиться. Послушайте отрывок из книги «33 профессии». В вашем учебнике на странице 125 есть это стихотворение. «Я не знаю пока, кем я стану и куда я работать пойду. То мне хочется стать капитаном, то командовать башенным краном, то возить на машине руду. Я хочу быть шофером, актером, взрывником и электромонтером, а еще маляром, кузнецом и всемирно известным певцом.
Сколько в мире различных профессий, необычных и важных работ. И бурильщиком быть интересно, и водить грузовой самолет. Я позднее решу, кем я буду. Столько разного в мире всего. Не люблю только мыть я посуду и не делать совсем ничего. Ребята, вы бы хотели не делать совсем ничего? Ребята, что является для человека очень важным и нужным? Попробуйте отгадать загадку. Без него нам не одеться, не покушать, не согреться. Даже рыбку из пруда не достанешь никогда. Порассуждай. Да, ребята, труд. А зачем человеку труд? Как вы считаете, учеба – это труд? Да, конечно. Сейчас для вас главный труд – это учеба. А теперь, ребята, внимательно послушайте грамматическую часть урока. Слова имеют не только лексическое значение, но и грамматическое. Так, общим грамматическим значением имен существительных является значение предмета. Имен прилагательных – значение качества или признака предмета. Глаголов – действие предмета и так далее. Кроме того, у слов имеются другие грамматические значения. Например, значение рода, числа, падежа у имен существительных, лица, времени у глаголов, признак, качество у прилагательных и так далее. Раздел науки, который изучает части речи, называется морфология. В русском языке 10 частей речи. Они делятся на самостоятельные, служебные и междометия. Самостоятельные части речи – это существительное, глагол, прилагательное, местоимение, числительное и наречие. А служебные части речи – это предлог, союз, частица. Междометие стоит отдельно. Имя существительное. Все, что существует, оно обозначает. На вопросы «кто» и «что» верно отвечает. А чтоб не обижался весь честной народ, оно всегда имеет и число, и род. У него к тому же 3 склонения есть. Падежей различных сразу целых 6. Глагол. Он предметы оживляет, всех их в дело вовлекает. Что им делать, говорит, строго сам затем следит. Он 3 времени имеет, и спрягаться он умеет. Детям строят много школ, чтобы все знали про глагол. Имя прилагательное. Художницу нашу знает весь свет. Раскрасит художница всякий предмет, ответит всегда на вопросы такие: какой, какая, какое, какие. С папой существительным живет на редкость дружно. Изменит окончание, когда ему так нужно. Она с ним не расстанется никогда уже. Стоит с ним в одном роде, числе и падеже. Практическая часть урока. Выполните первое задание. Распределите слова по 3 корзинкам. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Напишите
На какие вопросы отвечают эти слова? Работать, умный, профессия, командовать, добрая, учиться, труд, веселое, машинист. Обратите внимание, ребята, на правописание. Когда будете выполнять это задание, обратите внимание на критерии и дескрипторы. Ну что, ребята, давайте проверим ваши знания. Первая корзина. Имя существительное. Кто? Машинист. Мужской род, единственное число. Что? Труд. Мужской род, единственное число. Что? Профессия. Женского рода, единственного числа. Вторая корзина. Имя прилагательное. Какой? Умный. Сочетается со словами мужского рода. Например, умный мальчик. Какая? Добрая. Слово женского рода сочетается со словами женского рода. Например, добрая девочка. Какое? Веселое. Слово среднего рода сочетается со словами среднего рода. Веселое воскресенье. Третья корзина. Что делать? Работать. Командовать. Глагол будущего времени. Что делает? Учится. Глагол настоящего времени. Практическое задание номер 2. Прослушайте текст. Расскажите, как появились первые профессии. Выпишите по 2 слова, которые обозначают предмет, признак или качество, действие. Словами каких частей речи они являются? Как вы это определили? Когда-то никаких профессий не было. Человек сам себе шил одежду, выращивал злаки и овощи, держал домашних животных. Но нельзя уметь делать все одинаково хорошо. Во-первых, просто не позволяют природные условия. В одной местности лучше растет пшеница, в другой ловится рыба. Где-то есть густые леса, которые можно рубить, чтобы строить дома. А если кругом степь, можно пасти овец. В горах добывают руду. Жители побережья становились хорошими рыбаками. Во-вторых, способности человека ограничены. Нельзя уметь делать все на свете. Один наблюдательный, легко находит лекарственные растения. Замечает, где прячутся грибы. Другой сильный, таскает камни и копает ямы. А третий ловкий, как никто, укрощает лошадей. Так и начали появляться специалисты. И на вопрос «Кто ты?» уже мало было назвать имя. Род занятий, ремесло,
профессия стали характеристикой людей. Ребята, прежде чем выполнить задание, обратите внимание на критерии и дескрипторы. Примерные ответы к заданию номер 2. Расскажите, как появились первые профессии? Способности любого человека ограничены. Нельзя уметь делать все на свете. Один наблюдательный легко находит лекарственные растения, замечает, где прячутся грибы. Другой сильный таскает камни и копает ямы, а третий ловкий, как никто, укрощает лошадей. Так и начали появляться специалисты. Выпишите из текста по 2 слова, которые обозначают предмет, признак или качество, действие. Словами каких частей речи они являются? Как вы это определили? Первое существительное обозначает предмет, вопросы, кто, что. Примеры из текста: человек, профессия, одежда, злаки. Прилагательное обозначает признак или качество. Вопросы: какой, какая, какое, какие. Примеры из текста: домашних, каких. Природные, какие. Хорошими, какими. Глагол обозначает действие. Вопросы: что делать, что сделать. Выращивал, что делал. Строить, что делать. Замечает, что делает. И так далее. Ответы, ребята, могут быть другими. Ребята, сегодня на уроке вы узнали, что такое профессия, что такое морфология. Вы научились извлекать необходимую информацию по предложенной теме из различных источников. Также вы научились определять грамматическое значение слова. Наш урок, ребята, подходит к концу. Оцените свои знания по 5-бальной шкале. 5 баллов. Я все понял или поняла и могу объяснить другому. 4 балла. Я понял или поняла, но не могу объяснить другому. 3 балла. Я не понял или не поняла ничего. Ребята, чтобы закрепить полученные знания, вы можете зайти на сайт Blimland и посмотреть дополнительный материал или еще раз просмотреть презентацию. Задание для обратной связи. Напишите синквейн к слову «профессия». Выполните упражнение на странице 126
упражнение 269. Ознакомьтесь со схемой. По возможности подберите примеры. При выполнении задания обратите внимание на дескрипторы и критерии. Всего доброго, ребята! До свидания! Желаю вам удачи в учебе!